Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов-112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о трагедии в одном из домов на проспекте Победы в Казани. И у меня истерика начинается. Я говорю, там дети маленькие. В огне погибли двухлетний мальчик и его дедушка. Ворвался в квартиру и избил хозяина. Я вышел, хотел ему помочь. Они тут кувыркаются. Зачем молодой человек напал на мужчину? И ритуал откатов. Можешь пояснить, что это? Деньги. Директор муниципального предприятия «Ритуал» задержали при получении взятки. Об этом и не только прямо сейчас. Двухлетний ребенок и его 76-летний дедушка погибли в огне во время пожара в одной из квартир на проспекте Победы в Казани. Огонь вспыхнул около 9 часов утра. Соседи, почувствовавшие резкий запах гари, вызвали спасателей. Пожарные вынесли людей из горящего помещения, но помочь им были уже не в силах. Алла Рыкова была на месте трагедии и узнала предварительные причины возгорания. Пожар начался около 9 часов утра. Соседи заметили сильное задымление и вызвали экстренные службы. По одной из версий, возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. В квартире в это время находились два человека: 76-летний дедушка-инвалид и его внук. Мама двухлетнего малыша вместе с его 7-летней сестрой отправилась в женскую консультацию. Женщина носит под сердцем еще одного ребенка. Густой черный дым, который повалил из квартиры, заметили соседи и вызвали пожарных. Восстанавливая хронологию событий, они не могут сдержать слез. Стук в дверь такой был сильный. Я сначала еще не поняла, я халат накинула, полотенце, у меня просто с волос текла вода, дверь открываю, говорю, что случилось? У вас, говорит, задымление, что ли? Я смотрю, у меня из комнаты сына валит дым. Я говорю, может, кто-то окурок, кинул. Бывает же такое, что летом, когда окна открыты, но я понимаю потом, что окна-то закрыты. Женщина признается, сначала даже не подумала, что случилось что-то страшное, но когда она выбежала на балкон и открыла окна, столб черного дыма едва не сбил ее с ног. И у меня истерика начинается. Я говорю, там дети маленькие, там двое маленьких детей. Все, у меня паника. До прибытия экстренных служб соседи попытались проникнуть в квартиру самостоятельно. Сквозь густой едкий дым пробиться не удалось. Пожарные прибыли на место очень быстро и вынесли людей из горящего жилья. Их передали в руки медиков, но что-либо сделать врачи были уже не в силах. Пожилой мужчина и маленький ребенок отравились продуктами горения. Прибывшие пожарные подразделения проникли в квартиру, обнаружили в зале мальчика, в помещении кухни его деда, вынесли их на свежий воздух, передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Далее с верхних этажей были эвакуированы еще 15 человек по лестничным маршам. В доме есть незадымляемая лестничная клетка. Что послужило причиной возгорания, предстоит выяснить пожарным дознавателям. В качестве основных версий рассматриваются курение в постели и неосторожное обращение с огнем. Пожилому мужчине, рассказывают родственники, трудно было передвигаться самостоятельно, ходил мало и только с помощью костылей. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели людей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Алла Рыкова, Азат Самигуллин, «Вызов-112». Тело девушки обнаружили сегодня утром под окнами жителей одного из домов в набережно-челнинском поселке Зяб. Фотографии погибшей они выложили в социальных сетях. Приехавшие на место медики констатировали смерть вследствие падения с высоты. Предварительно упала она с 7-го этажа. Причины трагедии сейчас предстоит выяснить следователям. Металлические трубы похоронили под собой «Ладу» 12-й модели сегодня на 43-м километре автодороги Набережные Челны, Заинск-Альметьевск. В половине 5-го вечера там столкнулись два грузовика. МАЗ, груженный трубами, и КАМАЗ со свеклой. Трубы рухнули на легковушку. В результате водители обоих грузовиков были госпитализированы. Доступа к легковому автомобилю пока нет. Сколько там находилось человек, станет понятно, когда с остатков «Лады» уберут трубы. Джили, Хендай и Датсун столкнулись по принципу домино на улицу Чуйкова этой ночью. По предварительной версии, водитель первого автомобиля остановился, чтобы повернуть налево. Такой маневр стал полной неожиданностью для остальных участников аварии. Быстрая реакция не спасла водителя от ДТП, но спасла от сильных повреждений. В результате столкновения никто не пострадал.
На проспекте Ямашева напротив Парка Победы столкнулись Daewoo Nexia и Lada Vesta. По предварительной версии, водитель узбекской иномарки засмотрелся на обочину и не заметил Ладу. Вместе с сотрудниками автоинспекции на место происшествия пришлось вызывать и скорую помощь. Подробности у Динары Камаловой. Сразу после столкновения на место аварии прибыла машина скорой помощи. Медики осмотрели пассажирку Дэо. Впрочем, от госпитализации она отказалась и предпочла отправиться домой своим ходом. Осмотрели пассажирку отечественного автомобиля. Серьезных травм также не обнаружили. Стоял, заехала. Это смоток стоял или как? Ну, на светофоре все остановились. Ну, отвлекся, говорит. По версии водителя «Лады», все произошло, когда он уже остановился вместе с другими машинами на красный сигнал светофора. Daewoo Nexia протаранила его автомобиль на скорости от 30 до 40 км в час. От удара «Лада» откатилась вперед. Он сам свою признал? Да. Что говорит? Ну, признаем, виноват. Ладно, ГАИ ждем. Восстанавливать свой автомобиль владелец «Лады» надеется за счет страховой компании виновника. Водителю иномарки же за ремонт придется платить самому. Динара Камалова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Был избит в собственной квартире незнакомым человеком. В Нижнекамске в одну из квартир вломился неизвестный молодой человек и избил хозяина. При этом за несколько минут он позвонил в дверь, спросил человека, который жил там раньше, ушел, но через несколько минут вернулся. Зачем? Алина Бережная продолжит. Все произошло в пятиэтажке на улице Менделеева в Нижнекамске. В квартиру в поисках знакомого позвонил молодой человек. Услышав, что такой там больше не живет, ушел. Однако вернулся через несколько минут, толкнул хозяина в прихожую и начал избивать. В подъезде до сих пор следы крови. Драка продолжалась на лестничной клетке. Очевидцем был сосед потерпевшего. Я вышел, хотел ему помочь. Они тут кувыркаются. Не надо, я сам так сам. А сильная драка была? Ну, как он старик, я молодой, молодой дурак пьяный. Сотрудники Росгвардии среагировали быстро. Нетрезвого дебошира задержали на месте преступления. В данный момент ведется следственное действие, следственная проверка, по результатам которой, возможно, будет возбуждено уголовное дело. По двум статьям. Там усматривается 139 это незаконное проникновение в жилище граждан, и также по нанесению телесных повреждений. Кстати, эта встреча с полицейскими у задержанного далеко не первая. В своих 26 молодой человек уже не раз был судим, и наказание за это избиение во многом будет зависеть от того, как следователи квалифицируют содеянное. Алина Бережная, Регина Сулейманова, вызов 112. Генерального директора муниципального предприятия «Ритуал» задержали сотрудники правоохранительных органов с поличным при получении взятки. В ведении этой организации находятся все городские кладбища. Она оказывает и ряд сопутствующих услуг. Например, установка памятников и надгробий. Изготавливали их подрядчики по заказу. Как выяснили оперативники с одного из частных предпринимателей, с которым директор «Ритуала» 34-летний Павел Чепеленко заключил договор, он требовал в общей сложности больше 3 миллионов рублей за общее покровительство и своевременную оплату выполненных работ. Но предприниматель, заплатив часть денег, обратился в правоохранительные органы. Альбина Минибаева о «Ритуале» откатов. Можешь пояснить, что это? Деньги. Откуда? Ваш собственный. 800 тысяч рублей, что нашли оперативники в портфеле директора муниципального предприятия «Ритуал» Павла Чепеленко, были помечены люминесцентной краской еще до того, как попали к нему в руки. Его задержали дома у предпринимателя, с которого, по мнению следователей, он требовал в общей сложности больше 3 миллионов рублей за общее покровительство и своевременную оплату услуг по изготовлению памятников. Какое-то свечение люминесценции имеется? Зеленый. Какого цвета зеленый, да? Вы можете как-то объяснить наличие люминесценции? Объяснить наличие краски на руках Павел Чепеленко не смог, зато смогли оперативники. По версии следствия, в 2016 году он заключил договор с частным предпринимателем на поставку заготовок памятников из мрамора и гранита на сумму более 32 миллионов рублей и требовал материальной благодарности. Летом предприниматель передал ему больше 2 миллионов рублей, а 5 октября обвиняемый потребовал у него еще 1 100 000. Предприниматель обратился в правоохранительные органы. 9 октября Чепеленко был задержан дома у предпринимателя после получения от него 800 тысяч рублей. Следственный орган Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении него возбуждено уголовное дело по статье получения взятки в особо крупном размере.
Она предусматривает как штраф от 3 до 5 миллионов рублей, так и лишение свободы на срок до 15 лет. Сегодня Приволжский суд Казани отправил его под домашний арест. Альбина Минибаева, Алла Рыкова, Азат Самигуллин. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или в нашу группу ВКонтакте. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.